Сегодня очень важный для нас всех день. Сегодня происходит у нас семинар совещания региональных комитетов КПРФ в рамках всей страны. Обсуждаться будут различные темы. Повестка сейчас достаточно активная. Это и прошедшая избирательная кампания, то, что сейчас происходит, внутренняя повестка, внешняя повестка. Поэтому для нас очень важно собрать актив в общем актовом зале, для того, чтобы послушать и лидера партии, и наши региональные отделения, наших товарищей с других территорий. Поэтому мы тоже сегодня будем выступать. Я надеюсь, нам есть что сказать в рамках всей страны. Тува расскажет о том, как прошла избирательная кампания, каким образом все наши активисты помогают, в том числе в рамках республики, семьям мобилизованных граждан, в том числе и ряд наших социальных проектов. Тоже об этом будем говорить. В Южной Осетии американцы пробовали, там почти сотни американцев, советников было и 3, из 5 школ 49 школ расстреляли в упор. Видите, командующий Черноморским флотом, который тогда тайно, но нам помогал для того, чтобы не перебросили эти силы из Феодосии в Волокшу. Демократично на съезде. Вот модель Сталина. Подробно, интересно. Прорыва в будущее. Это ленинско-сталинская модернизация. Мы подготовили 4 серии специального фильма. Да, пожалуйста, Роман, слушай внимательно. Да, здравствуйте, уважаемые товарищи. Большой пламенный привет хотим, выразить всему нашему большому партийному, так сказать, общему делу, всем нашим товарищам и коллегам. Республика Тыва, безусловно, из истории мы знаем, что 23 июня 1941 года объявила войну фашистской Германии. Конечно же, советское мудрое правительство, посчитав, что это все-таки малочисленный народ, вот эту пылкость, вот эту вот жар, вот эту страсть уйти на фронт немножечко остудило, но в то же время Тувинская Народная Республика, войдя в общий дом советской семьи в 1944 году, доказала в том числе и на полях сражений, что здесь живут очень волевые, стойкие, решительные, такие духовитые люди. И именно сегодняшнее время, уважаемые коллеги, товарищи, сегодняшнее время показывает как никогда сплочение общества у нас в республике. Понятно, что все-таки такой глобальный вызов, и эту подрывную работу у Геннадия Андреевича некоторые здесь из экс-коллег делают, но уже за рубежом. Что же говоря о нашей партийной республиканской организации, безусловно, выборный год попал именно на момент проведения специальной военной операции. Время тяжелое, время непростое, но в то же время я хочу поблагодарить каждого, кто сидит в этом зале, за то, что мы впервые с момента развала Советского Союза, мы практически чуть-чуть нам не хватило набрать 12% на выборах в городской хурал. Поэтому муниципалитеты некоторые наши коллеги прошли. Поэтому в этом вопросе мы упор делаем, конечно же, со всеми вместе, с общественными организациями, принимаем участие в работе общереспубликанского штаба по содействию семьям мобилизованных граждан. У нас республика небольшая, 320 тысяч всего у нас населения, но при этом тех ребят, тех мужчин, тех братьев, кого подготовили на базе нашей бригады, отправляют на фронт, им оказывается их семьям всесторонняя поддержка. И вот нашу партию на уровне главы Республики Тыва приглашали, мы заседали, и сейчас вот наши коллеги, наши товарищи, мы все в этот штаб входим. Да. Мы, конечно же, оказываем всевозможную поддержку и, организационную, и прямую, поддерживаем семьи, начиная вопрос от закупки угля, топлива, финансовую какую-то помощь, создан общий фонд, который называется «Содействие». И вот в этом вопросе, безусловно, мы двигаемся, идем здесь все вместе, поскольку это общее дело. Что же говорим о нашей какой-то каждодневной работе? Сразу скажу, уважаемые товарищи, обращаюсь ко всей нашей большой стране. Это создание информационного медиахолдинга, который мы уже здесь сейчас в завершающую такую стадию мы выходим. Потому что информатизация, социальные сети для нас это основной, это вопрос выживания здесь у нас в Республике Тыва. Справа и слева от меня сидят наши товарищи, Геннадий Андреевич, уважаемые наши коллеги, Владимир Васильевич Спирин, председатель «Детей войны», Денис Денисов, зав. Молодежным отделом. Это наши, так мы на выборы шли, полностью мы красноармейцы. Да, это красноармейцы, и, соответственно, тема выборной кампании была приурочена к столетию образования Советского Союза. Сейчас, в ближайшее время, в декабре, мы готовим большой республиканский торжественный вечер, посвященный этой теме. Владимир Васильевич не даст соврать, наш председатель «Детей войны». У нас прием в партию организован в честь столетия образования Советского Союза. Поэтому, в принципе, вопросы планомерно идут. Мы стараемся не отставать, решать их, бороться где-то локально, помогать в решении общих задач. Поэтому мы надеемся на то, что у нас в будущем ждут только вперед. Да, Васильевич? Пару слов.
Добрый день, уважаемый Геннадий Андреевич. Разрешите от имени комсомольцев и коммунистов Республики Тува пожелать вам крепкого здоровья, долголетия. Также разрешите, Геннадий Андреевич, заверить вас и Центральный комитет нашей партии, что коммунисты работали и будут работать вдвойне, сильнее и больше для того, чтобы наш простой народ нашей России жил достойно. Спасибо. Вот такие дела. Вот такие дела. Спасибо, Роман, спасибо. Очень приятно видеть такое сочетание, молодость, задор, вот, реальную зрелость политическая и тот опыт уникальный, который передают ветераны вот, новому поколению. Спасибо. Мы насчитали 35 человек, самая большая и дружная команда. Еще раз поаплодируем вам и пожелаем новых успехов. Спасибо большое.